Программа поддержки местных инициатив является одной из практик инициативного бюджетирования. В основе лежит концепция непосредственного вовлечения граждан в решение вопросов местного значения и, в частности, в решении выбора приоритетных направлений расходования бюджетных средств, и также последующий контроль над реализацией этих решений. Реализация программы в Республике Саха-Якутия началась с 2017 года, а начиная с 2019 года в ППМИ участвуют все муниципальные образования. Указом главы республики от 1 декабря 2020 года о проекте «Родные города и села» был утвержден единый республиканский проект, объединяющий 4 проекта, реализуемые по принципу поддержки гражданских инициатив: комплексное развитие сельских территорий Республики Саха-Якутия, программа поддержки местных инициатив, общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» и национальный проект формирования комфортной городской среды. Целью программы поддержки местных инициатив является активизация участников жителей республики в решении проблем местного значения. Самый весомый фактор для победы в конкурсном отборе программы поддержки местных инициатив – это активность населения. Сегодня мы рассмотрим, как работает программа ППМИ в Алекминском районе и городе Алекминске. Алекминский район начал в данную программу вступать с 2018 года. За это время все наши 23 муниципальных образования уже активно в ней участвуют, принимают участие. Надо сказать, что за 5 минувших лет в район было привлечено в рамках этой программы 139 миллионов рублей. Население принимает непосредственное участие в программе, начиная с выдвижения своих проектов, сбора денежных средств, ну и последующему контролю за реализацией данного проекта. В течение 5 лет на территории Алекминского района в многих муниципальных образованиях было реализовано порядка 70 проектов. В основном речь идет о обустройстве детских, спортивных площадок, водопроводы, также ремонт уличного освещения, ремонт внутрипоселковых дорог. Были также проекты, связанные с проведением интернета и обустройством зон отдыха и памятных скверов для участников Великой Отечественной войны. Работа началась. Одним из населенных пунктов по реализации программы стало село Инкюр, где был реализован проект зоны отдыха. Этой территории очень много, потому что здесь, в общем-то, могут свой досуг провести не только же дети. Вот эта площадка, она от 2 до 12 лет. На спортивные площадки вообще ограничений никаких возрастных нет. Просто прийти погулять по дорожке бетонированной, которая, в общем-то, в деревне это как бы редкость, да? Тоже приятно. Может вообще любой гражданин, поэтому благополучатели от реализации этого проекта почти все жители нашего наследия. Это не первый проект, реализованный в Инкюре по программе ППМИ. В ближайшее время будет открыт еще один. Также у жителей уже есть наработки на несколько других проектов, которым тоже можно заявиться в программу ППМИ. Село Алек. Жители села выбрали для себя несколько приоритетных проектов, часть из которых уже реализована и радует сельчан. То, что сейчас идет такая программа ППМИ, очень хорошая программа для населения, потому что проекты, то, что мы задумали, такие самые такие основные, проблемные, решаем. И сумма, конечно, большая для нашего села. Например, у нас первый проект прошел дамба на озере Мадан. И потом эта дамба, почему, в общем-то, на это внимание мы обращаем большое. По этой дамбе у нас всегда, там у нас покосы на той стороне. И, конечно, все село выезжает туда именно по этой дамбе. Также у нас там летняя ферма, тоже они выезжают по этой дамбе. И теперь после этого стали там строить дома. Раньше домов не было, это последнее время. И теперь там участки выделяются для многодетных семей. Последующие мы 3 проекта выигрывали, в общем-то, ежегодно. Это у нас проект «Зона отдыха» еще была, и памятник воинам, нашим освободителям. Тоже также очень хорошо сейчас сделали. По крайней мере, для людей, для населения. Люди, в общем-то, довольны, глядя, как сделаны эта зона отдыха и памятник, и дамба наша по этому проекту ППМИ. И хочется, чтобы эта ППМИ программа работала и дальше продолжала. Также очень активны в программе ППМИ и жители Первого Нерюктянска. Наш наследник участвовал в программе ППМИ в 2021 году и выиграл проект «Аллея славы». В этом году мы рассматривали 3 проекта,
которые большинством голосов наслега приняли решение, что будем благоустраивать сквер. Сквер Аллея Славы. В этом году, в 2023 году, мы предусматриваем тоже 3 проекта по ПМИ на участие в программе. Будем рассматривать тоже по благоустройству сквера и памятника ВОВ к 85-летию юбилею Победы. Благодаря ППМИ в селе Солянка реализовано уже несколько проектов по благоустройству села. По программе поддержки местных инициатив в нашем наследии реализовано 2 проекта. В 2019 году реализован проект обустройства фасада и ограждения СДК Варварина Горка. В 2021 году реализован проект обустройства детской игровой площадки. Благодаря этой программе мы, жители села, выбирая приоритетный проект, имеем возможность проявить себя в решении местных проблем. Мы и дальше будем участвовать в этой программе, так как нерешенных проблем в нашем селе много. Большое спасибо программе поддержки местных инициатив. В настоящее время администрация района занимается подготовкой необходимых документов и разработкой проектов, которые будут у нас реализованы в следующем 2024 году. Мы планируем провести итоговое совещание по данному вопросу 29 сентября, где конкретно для себя определим 2 приоритетных проекта, которые будем подавать на рассмотрение Республиканской комиссии. В 2023 году на проекты Алекминского района по программе поддержки местных инициатив было выделено 18 миллионов рублей. Стали победителями отбора 10 заявок, которые уже реализуются и видны на деле. Увидев первые результаты и ощутив все плюсы работы с ППМИ, жители района и города начали активно включаться в программу и выставлять свои проекты для осуществления благоустройства и улучшения жизни. Благодаря указу главы республики от 1 декабря 2020 года о проекте «Родные города и села», объединившем в одно целое проекты, реализуемые по принципу поддержки гражданских инициатив, с участием жителей на деле видно развитие сельских территорий, городов, районов и республики в целом. Благодаря участию администрации города в программе поддержки местных инициатив в городе Алекминске мы за 5 лет реализовали, сейчас на стадии реализации, порядка 15 объектов развития инфраструктуры. Конечно, самые такие, наверное, которые жители больше всего замечают, это тротуары, которые установлены у нас, построены в районе улицы 50 лет Победы, в районе микрорайона ЗСМ. Также были большие объекты по обновлению сквера на рубеже веков, где была установлена новая детская площадка и малые архитектурные формы. Ремонт площади Победы, установка новых баков ТКО. То есть эти работы, которые горожане пользуются, в результате которых горожане пользуются ежедневно. В первые годы реализации программы поддержки местных инициатив в городе Алекминске очень бурно и активно проходили обсуждения выдвигаемых проектов населением. Сейчас, конечно, это в разы большая активность, в разы больше активность выражается в инициативы, которые жители предлагают. То есть, если раньше администрация прям вытягивала эти инициативы, то сейчас жители прям, как скажем, спорят, воюют за свои инициативы, защищают свои инициативы. Это очень важно. Каждый микрорайон города предлагал свой проект. Мы ежегодно в мае месяце проводим субботники. По всем улицам мы развесили баннеры, чтобы соблюдать чистоту. И точно так же наши дети, мы сами же построили там спортивную площадку. Одними из первых проектов в городе Алекминске по программе ППМИ стали обустройство тротуара и водоотводной канавы по улице 50 лет Победы и благоустройство площади Победы. В этом году сбор средств прошел намного лучше, чем в прошлом. То есть жители уже более осознанно и с доверием относятся к программе поддержки местных инициатив. В первые годы работы по программе ППМИ также организовано обустройство детской площадки в сквере на рубеже веков. Город Алекминск стал победителем в программе поддержки местных инициатив. Будет реализовываться благоустройство данного сквера. Называется он сквер на рубеже веков. То есть здесь у нас будут малые архитектурные формы, а также детская площадка для маломобильных детей. Я считаю, что она очень нужна, потому что вот с нашим проектом мы ходили
Несколько лет, ну, как минимум 3 года. И, как правило, столько средств, какое будет затрачено на этот проект, ну, в местном бюджете просто нет. А этот проект помог именно его реализовать. Я считаю, что это очень нужно. Хоккейный корт – это еще одна мечта олекминчан, осуществленной с помощью ППМИ. Инициатором данного проекта выступили молодые хоккеисты в лице Андрея Щура. Вот. Данный проект был поддержан жителями. Также все денежные средства с населения были собраны. В году сейчас, в летний период, мы реализуем данный проект. Устанавливаем мы на территории напротив стадиона Чароит. Так как это у нас более-менее такая буферно-спортивная зона, и как бы вполне логично, что хоккейный корт у нас будет в связке с другими спортивными комплексами. Благодаря программе у многих жителей не только города, но и района появилась возможность покататься на коньках, а также реализовать свою мечту – сыграть настоящий хоккей. На самом деле, мы сейчас такое поколение, что все время сидим дома в телефонах, и вот сделали каток наконец-таки. Наконец-то вышли из дома, очень интересно, очень. Ну, я хоть и не умею, но мне очень нравится, учусь вот вместе с друзьями. Хотя они тоже умеют уже. Не знаю, мне интересно. А в чем интересно? Не знаю, кататься. Я заметила, вы довольно-таки хорошо владеете коньками. Где научились? Сам научился кататься с детства. На роликах начал. Очень интересно, весело и есть чем заняться. Для многих мальчишек и девчонок, а также их родителей, осуществилась давнейшая мечта сыграть в настоящий хоккей. Сильно долгожданный, очень ждали, потому что уровень теперь вырастет. Это не то, что раньше на стадионе там как-то скромненько, досками, да, как-то так, а сейчас уже уровень другой будет. В этом году закупили шлема хоккейные, взяли защиту на вратаря обязательно, клюшки. И будем потихонечку играть, смотреть, как тренироваться. Ну вот в зимний период каток. Хотелось бы, конечно, чтобы в летний период, допустим, ролики были. Инициатива одного активиста, одного общественника может сделать такое большое дело для всего спорта не только города Алекминска, но и Алекминского района. Сегодня мы показали только небольшую часть того, как работает программа поддержки местных инициатив в действии в Алекминском районе и в городе Алекминске. Работа не останавливается и идет дальше. И население не стоит, а все более активнее и активнее включается в работу по улучшению своего села, города, района, республики. Только совместная инициатива лучше отражает совместную работу правительства и населения. Ведь единство властей и населения – это и есть прогресс и развитие нашего государства.